именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. История о пророке и нищем иудее. История, которую я собираюсь рассказать слушателям, поразила и потрясла меня, тронула до глубины души. Я и раньше знал о мягкости нрава нашего любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но этот случай стал для меня символом благородства и духовной чистоты, добра и терпения, прощения и истинной любви ради Аллаха. Прикоснитесь и вы к частичке истории, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявил великодушие и высочайший уровень мягкости, милосердия. Подпишись на канал Пешрафи и поделитесь на все соцсети. На окраине рынка Медины стоял слепой, нищий иудей, который каждый день кричал всем тем, кто приближался к нему: «О, братья мои, не находитесь рядом с Мухаммадом! Он сумасшедший, он лжец, колдун, и если вы будете рядом с ним, вы попадете под его влияние, независимо от того, кто подходил к нему». И нищий не упускал случая и выражал свою ненависть к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Изощренные проклятия сходили с уст нищего, и это при том, что он лично не знал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и никогда не встречался с ним. И весть о том, что каждый день слепой нищий извергает проклятие и ругань, дошла до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но даже тогда любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, не стал сердиться. Он проигнорировал оскорбление слепого нищего. Напротив, с этого дня пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал навещать слепого нищего и каждое утро приносил ему еду. Не говоря ни слова, благословенный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кормил нищего своей собственной рукой, а слепой нищий с удовольствием ел пищу, подаваемую ему. Насытившись, он выражал свою благодарность, не зная, что тот, кто кормил его, был никто иной, как пророк Всевышнего Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал кормить слепого нищего в обязательном порядке каждый день, до того дня, пока не отошел в мир иной. На протяжении всей этой истории слепой нищий даже не догадывался, кто же был так добр к нему все это время. Но после того, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, оставил этот свет, никто больше не приносил еду слепому. Каждый день нищий иудей ждал своего благодетеля и недоумевал, почему тот добрый человек больше не приходит, чтобы накормить его, как он делал все это время. Напрасно слепой нищий ждал его появления. Тот так и не пришел. Подпишись на канал Пешрафи и поделитесь на все соцсети. В один прекрасный день ближайший сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, посетил дом своей дочери Аиши. Абу Бакр спросил у Аиши, да будет доволен ею Аллах: «О, дитя мое, была ли у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, какая-либо сунна, постоянное действие, то, что я до сих пор не делал?» Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Дорогой отец, ты воистину последователь сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И нет ничего, что ты еще не сделал.
за исключением только одного дела. «Что же это?» – спросил Абу Бакр. «Да будет доволен им Аллах». Каждое утро посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ходил на городской рынок, находил слепого нищего старца, который живет там, и кормил его из своих рук. Сказала Аиша: «Да будет доволен и ею Аллах». На следующий день Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отправился с едой для слепого нищего. Он подошел к нему и начал кормить его. Прожевав первый кусочек пищи, слепой нищий иудей рассердился и закричал: «Кто ты?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Я тот, кто каждое утро кормит тебя». «Нет, не лги мне», — возразил нищий. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был в шоке и не в недоумении спросил: «Почему ты так говоришь?» Слепой иудей ответил: «Потому что, когда он приходил ко мне, я всегда чувствовал, как же приятно держать его за руки и как легко пережевывать пищу, которую он мне давал. Человек, который все это время кормил меня, размягчал еду, прежде чем дать ее мне». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не смог сдержать слез, разрыдался и рассказал нищему, кто он был на самом деле. «Воистину, я не тот, кто приходил и кормил тебя. Я являюсь одним из его сподвижников, а того благородного человека более нет с нами. Он был никто иной, как благословенный пророк Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». «Мухаммад?» – спросил слепой старый нищий, совершенно потрясенный тем, что он только что услышал. «Ты хочешь сказать, что тот, кто каждое утро приходил сюда и кормил меня из своих рук, был Мухаммад?» – спросил нищий. «Да, это был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует», – ответил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Тут же, в эту же секунду, слепой старый нищий иудей в отчаянии завопил и горько разрыдался, осознав наконец, что это был пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который кормил его все это время. Все это время я проклинал его, я клеветал на него, а он ни разу не поругал меня, не оскорбил, и каждое утро он приходил и кормил меня. Он такой благородный, — говорил нищий, вытирая слезы, текущие по щекам. Слепой нищий протянул руку Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, первому халифу мусульман, и засвидетельствовал перед ним шахаду, заявив, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, посланник Аллаха. С этого момента слепой старый нищий иудей стал мусульманином. Мы сами виноваты. Эта красивая история о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, дает силы быть добрым к тем, кто не добр к нам. И как всегда, за любой историей, связанной с нашим любимым пророком, да благословит его Аллах и приветствует, стоит потрясающая судьба этого необыкновенного человека, которого Всевышний Аллах послал милостью для миров. И, несомненно, он такой милостью является. А может, мы сами, мусульмане, виноваты в том, что мало говорим миру об этом великом человеке, мало изучаем его жизнь, мало следуем сунне. Быть может, люди, плохо говорящие о нем, просто не знают, каким благородным и мягким он был, как этот слепой старик из истории, который тут же принял ислам, осознав собственную неправоту и глубину благородной натуры Хабиба, да благословит его Аллах и приветствует. Возьмите любой случай из его жизни,
и у вас будет четкое руководство о том, как действовать и как получить довольствие Создателя. К примеру, я люблю рассказывать сыну следующую историю. В одном из садов Медины завелся воришка. Им оказался маленький мальчик, который очень любил финики. И несколько дней он лазил в сады Медины и камнями сбивал плоды с деревьев. Его поймали и, схватив за руки, и привели к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Мальчик дрожал от страха. Что же с ним будет? Как с ним поступит посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, улыбнулся мальчику, взглянул в его глаза и спросил, почему тот так делает. Мальчик ответил, что любит финики. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, мягко попросил его не делать этого, ведь таким образом наносился вред деревьям, и вместо этого посоветовал дождаться, пока плоды поспеют, а затем упадут сами. Мальчик был счастлив, слезы радости блестели на его глазах. О, как же справедлив и мягок ты, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Я призываю вас, больше читайте и рассказывайте о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, следовать его сунне, и тогда по воле Аллаха можно надеяться на то, что нам достанется его шафаат. О Всевышний Аллах, и я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его раб и посланник. О Всевышний Аллах, прости меня, моих близких и родных, и всех мусульман ради своего Хабиба, да благословит его Аллах и приветствует. И веди нас всех в рай, где мы будем многократно лицезреть Тебе, и где мы будем рядом с нашим любимым пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Аминь.